как раз за то, что Армения смогла бы реализовать свою позицию в регионе, как транзитная страна, не только как транзитная страна, связывающая Персидский залив с Евразийским экономическим союзом. И есть на это уже основание конкретный, подписанный в 2017 году договор о создании свободной зоны. Сначала между Арменией и Ираном, а потом уже тот же договор уже превратился в зоной между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Чтобы представить себе, это почти 260-миллионный потребительский рынок. И поневоле Армения становится уже страной, которая выигрывает из местоположения и может сотрудничать с двумя крупными рынками, реализуя свои национальные конкурентные преимущества. Можно создать совместные предприятия, двусторонние, трехсторонние, многосторонние, и развивать промышленность, потребность которой велика и внутри страны, и за пределами. Особенно наукоемкая продукция, которая может быть экспортирована из Армении, высокие технологии и так далее. Иран является страной с закрытой экономикой, можно сказать, частично имеет натуральное хозяйство, и все те ресурсы природные, которые имеются в Иране, пытаются реализовать для своих интересов. Только в исключительных случаях экспортируются углеводороды, в первую очередь в Армению, как дружественную страну. А тут появляются интересы, с одной стороны, сбывать, реализовать свою и сельскохозяйственную продукцию, и сотрудничать с Арменией, совместно реализовать промышленные проекты, энергетические, в конце концов, где тоже имеется немалый потенциал, и стать уже игроками в регионе. Но тут надо говорить не только о торговле и сотрудничестве, но и о политэкономии вот этого сотрудничества. С политической точки зрения оценить и с экономической. И полностью вписывается формат 3+3, где Армения имеет очень хорошую возможность укрепить свои позиции, в которых нуждаются политически, но экономически уже подкрепляются с Ираном, с Россией и с другими странами ЕС. Членство ЕС никогда не может быть спорным, потому что то, что имеет Армения от членства в ЕС, я хочу заметить, что Армения не просто является членом, но учредительным членом ЕС, одним из архитекторов ЕС. И здесь не может быть другой альтернативы, которая полностью заменит ЕС, потому что это просто безумство говорить о том, что спорно членство в ЕС. Любое государство в мире, перед тем, как быть интегрированной в мировую экономику, сначала пытается интегрироваться в региональную экономику. Армения не может быть исключением, и другого сценария просто быть не может. Армения не может создать, скажем, региональную группировку с Турцией или, я не знаю, с Азербайджаном. Пока это в ближайшие годы не является реалистичным. В то время как традиционные экономические связи с Россией, они только помогают реализации своих национальных конкурентных преимуществ. И я, честно говоря, не понимаю тех так называемых экспертов, которые хотят, чтобы Армения вышла из ЕС. Я хочу заметить, что Запад, коллективный Запад, при всем при том, что инициирует уже 17-й пакет против России, в то же время торгует и сотрудничает с Россией. И уран, и газ, и нефть экспортируются в страны Запада. В первую очередь в США, Великобританию, другие страны. Возникает вопрос, почему Армения должна настроить против себя такую важную страну. Так что я думаю, что тут люди, которые говорят, что Армения должна выйти из ЕС, имеют просто личные, очень такие сугубо личные материальные интересы, которые никак не совпадают с интересами, национальными интересами Армении.